Барлықтарыңа сәлем, очень рада вас видеть на канале Козлайн. Сегодня вас ждет очередная порция полезности. Эдгар Аллан По писал: никакой транспорт не будет попутным, если не знаешь, куда идти. Вы уже наметили путь? Знаете, куда вам двигаться? Тогда осталось найти правильный маршрут автобуса. В этом видео вы узнаете полезные фразы на казахском для общения в автобусе. Эту тему мы выбрали не зря. По просьбе нашей подписчицы в инстаграме мы подготовили это видео для вас. И если вы готовы к просмотру, то поехали! Итак, представим, вы идете на улице и спрашиваете у прохожего: извините, есть ли вблизи аптека, магазин, остановка и так далее. Кешіріңіз, жақын жерде, многоточие, бар ма? Кешіріңіз, извините, жақын жерде, вблизи, вместо точек ставите ваше слово и бар ма. Например, кешіріңіз, жақын жерде дәріхана бар ма? Извините, есть ли вблизи аптека? Кешіріңіз, жақын жерде аялдама бар ма? Извините, есть ли вблизи остановка? Если вам ответили, показали путь, вы добираетесь до остановки. Второй момент. Вы видите автобус, но точно не знаете, едет ли этот автобус туда, куда вам нужно, и спрашиваете у водителя или у кондуктора: этот автобус едет куда-то? Например, бұл или мына, автобус, место плюс, окончание направительного падежа ға, ге, қа, ке, барама. Например, бұл автобус стадионға барама. Едет ли этот автобус на стадион? Мына автобус вокзалға барама. Едет ли этот автобус на вокзал? Говорите место и добавляете окончание направительного падежа ға, ге, қа, ке, и в конце говорите барама, едет ли. И в автобусе бывают разные виды вежливости. Например, как закройте окно, пожалуйста, откройте окно, пожалуйста, или же откройте дверь, пожалуйста, закройте дверь, пожалуйста, уступите место кому-то и так далее. Откройте окно, пожалуйста, терезені ашыңызшы. Закройте окно, пожалуйста, терезені жабыңызшы. Откройте дверь, пожалуйста, есікті ашыңызшы. Закройте дверь, пожалуйста, есікті жабыңызшы. Здесь мы с вами используем повелительную форму второго лица вежливой формы. Глагол плюс суффиксы ыңыз, іңіз, ңызыңыз плюс шш. Шш означает пожалуйста. Ашу открывать, убираем у нас аш. Добавили суффикс ыңыз, ашыңыз, и добавили суффикс ш. Ашыңызшы. Откройте, пожалуйста. Также вы можете спросить: можно я сяду? Отырсам бола ма? Отырсам бола ма? Отыру – это сидеть, убираем у, добавляем суффикс са. Добавляем суффикс м, потому что это мен. Мен отырсам. И болама – это конструкция разрешения. Например, аш сам болама. Можно я открою. Жапсам болама. Можно я закрою. Итак, запоминаем: глагол без у плюс суффиксы са, се плюс м. М это я. И плюс болама – разрешение. Можно ли я что-либо сделаю? Иногда в автобусе бывает так, что молодежь не уступает место взрослому, иногда пожилому человеку. И вы хотите попросить этого человека, чтобы он или она уступил. Для этого используете фразу кешіріңіз, мына или ана кісіге орын беріңізші. Кешіріңіз, извините, мына, она. Мына означает этот, это. Она означает тот, та. Кісі – это человек, то есть обобщаем. Орын беріңізші. Например, кешіріңіз, мына әйелге орын беріңізші. Әйел – женщина, ге – кому? Женщине. Мына атаға орын беріңізші. Ата – дедушка, га – направление, кому? Дедушке орын беріңізші. В следующий момент вы уточняете направление.
Какая следующая остановка? Келесі аялдама қандай? Келесі аялдама. Следующая остановка и вопрос в конце қандай. Имейте в виду вопросительное слово какой. То есть қандай ставится в конце предложения. И вторая конструкция маған место плюс окончание направительного падежа ға ге қаке бару керек. Мне нужно доехать до определенного места. Например, маған стадионға бару керек. Маған вокзалға бару керек. И самый завершающий момент в автобусе – это наш выход. Если вы сидите в конце автобуса и вам нужно пройти вперед, вы говорите «Мен қазір түсемін», «Я сейчас выхожу» или «Мен қазір шығамын», также «Я сейчас выхожу», «Өтіп кетейінші», «Дайте пройти». Запомните глагол «Өтіп кету» – проходить, «Өтіп кетейінші» – «Дайте мне пройти». «Мен қазір түсемін», «Өтіп кетейінші». «Я сейчас выхожу», «Дайте мне пройти». Также вы можете сказать «Мен келесі аялдамадан түсемін». Я выхожу на следующей остановке. Мен келесі вы уже знаете следующий. Аялдама – это остановка, добавляете дан. Аялдамадан түсемін шығамын, что означает выхожу. Вы хотите сказать «Я выхожу на стадионе», «Я выхожу на вокзале». И для этого вы говорите «Мен» место, добавляете окончание исходного падежа дан, дин, тан, тен, нан, нен и плюс түсемін шығамын, выхожу. Мен стадионнан шығамын, мен вокзалдан шығамын. Я выхожу на вокзале, я выхожу на стадионе. То есть место и добавляйте к этому слову окончание исходного падежа. По-русски мы выходим где-то, по-казахски откуда-то. Теперь сделаем краткий итог, какие конструкции мы использовали для образования вот этих фраз. Первое это было окончание направительного падежа ға, ге, қаке. Оно почти везде встречается. Например, кешіріңіз, был автобус стадионға барама. Извините, этот автобус едет на стадион. Или же маған стадионға бару керек. Мне нужно доехать до стадиона. Стадионға бару керек. Или же этот автобус едет куда-то. Был автобус вокзалға барама, стадионға барама. То есть в этих конструкциях используется окончание направительного падежа. Второй момент, мы используем конструкцию разрешения. То есть можно ли открыть, можно ли закрыть и так далее. Глагол плюс суффиксы са, се плюс м потому что мен, то есть я спрашиваю разрешение, и болама. Аш сам болама, жапсам болама, отырсам болама. Следующее мы используем повелительное наклонение второго лица вежливой формы со суффиксами ш. Например, ашыңызшы, жабыңызшы, беріңізші. И, наконец, мы использовали окончание исходного падежа данден, тантен, наннен. Например, мен келесі аялдамадан түсемін. Я выхожу на следующей остановке. По-русски это будет «я выхожу где», а по-казахски «я выхожу откуда». Мен стадионнан түсемін. Мен вокзалдан түсемін. Вот здесь также мы используем окончание исходного падежа. Логика также «я выхожу по-русски где-то», а по-казахски откуда-то. Итак, дорогие друзья, теперь вы знаете, как легко справиться с услугами общественного транспорта. Подучите фразы и обращайте внимание на диалоги, которые происходят в автобусе. Я надеюсь, теперь вам будет многое понятно. Барлықтарыңызға көп рахмет. Кездескенше.